Сталин – основатель Таджикистана, миф или реальность? Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Обаяние и нечеловеческая жестокость Сталина не противоречили друг другу, они были источником его власти. Как всегда, останавливается внимание на событиях истории, отмечающих очередную круглую дату. В марте 2023 года исполнится 70-летие смерти Сталина. Нельзя сказать, что таджиков не волнует история трагических 1930-х годов. Начиная с 1957 года в СССР велась определенная реабилитационная работа, но избирательная, неполная и негласная. Еще более незаметно проводилась она в Таджикистане. Так, восстановление в партии председателя правительства 1929-1933 годов Хаджибаева в 1967 году было проведено лишь по заявлению родственников репрессированного и прошло незаметного под грифом «совершенно секретно». В 1989 году, в разгар перестройки, ЦК Компартии Таджикистана приняло решение об увековечении памяти репрессированных руководителей республики. Их именем сегодня названы улицы, ставятся памятники. Вспоминаются такие фигуры, как Абдурахим Хаджибаев, Нусратула Махсум, Шириншо Шатимур, Абдул-Кадир Мухиддинов, Чинор Имомов и немногие другие репрессированные в 1930-х годах. При этом делается фокус на их биографиях и заслугах, избегая разговор о тех, кто развязал репрессии и участвовал в них, о природе сталинизма и тому подобное. Хотя немаловажно, таджикских ученых и писателей, побывав в лагерях для репрессированных, вернулись и пережили Сталина. У нас не появилось своих Шаламовых и Солженицыных. Последний из репрессированных таджикских писателей, который пережил Сталина и СССР, Рахим Хашим, скончался в 1993 году. После Великой Отечественной войны был осужден и строил Волго-Донской канал таджикский философ-фронтовик Аллаудин Багаутдинов. Из лагеря Багаутдинов вернулся в 1951 году с женой Антониной, тоже бывшей заключенной. Странно, что ни в одной из официальных биографий академика, ни в статьях его многочисленных учеников этот факт не упоминается. Негацианта и книгачея Абдуллачхона Абдул-Халика из Самарканда, его двух сыновей, писателей Рашида и Гани, арестовали и осудили в 1937 году. Рашид и его отец скончались в лагерях в 1937 и в 1940-х годах, а Гани Абдулло, известный драматург, был освобожден в 1947 году, но смог вернуться в столицу Таджикистана Сталинабад только после реабилитации в 1955 году. Вернулся, чтобы вместо поддержки и сочувствия встретить косые взгляды и неблагожелательное отношение коллег-сверстников. Сам Садриддин Айни, вроде обласканный властью, все 1930-е годы жил в страхе быть арестованным. И он, и режиссер Ярматов, а также сотни, а может и тысячи таджиков, спасаясь от молоха репрессий, были вынуждены превращаться в релокантов, скрываясь за пределами Таджикистана в надежде переждать репрессии. По подсчетам американской исследовательницы Робертс, из 20 членов Союза писателей Таджикистана 9 человек, а это почти половина, были арестованы в 1937 году, и из них 5 скончались в тюрьме, а 6 провел более 10 лет в тюрьме. Остальные 3 были освобождены из тюрьмы к концу 1938 года. Ни одна из перечисленных и неперечисленных жертв сталинского террора не оставила потомкам каких-либо текстов об этой эпохе, о лагерях, о том, что это значит жить с клеймом врага народа. Небольшое исключение представляют воспоминания Бараат Хаджибаевой об отце Абдурахим Хаджибаев, страницы короткой жизни, изданные в 2000-х годах, тиражом всего в 200 экземпляров, а также очерк нашего современника Рашида Абдулло о своем отце Гани Абдулло. Сталина нет уже 70 лет, как нет в Таджикистане городов, колхозов, улиц и площадей, названных в его честь, но память о нем жива. Более того, в последние годы начинает казаться, что ностальгия по Сталину и желание жить в обновленном Советском Союзе получила новый импульс в Таджикистане и других частях постсоветского пространства. Так ли это? Если да, то как примирить этот нарратив со стремлением укрепления национального суверенитета? Можно ли восхищаться тираном и его жертвой одновременно? Почему советское прошлое, в котором Сталин занимает, пожалуй, центральное место, не отпускает таджиков?
Как вы думаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. До революции большевики полагали, что государство победившего пролетариата должно делиться на автономные регионы по политико-административному принципу. Однако после 1917 года повсеместно, в том числе в Средней Азии, начали возникать центры этнонационального движения к самоопределению. В регионе началось антисоветское вооруженное движение «басмачество», которое базировалось на мусульманском национализме, шариатском понимании независимости и территориальной целостности. Большевики объявили войну этим явлением и одновременно поняли, что для удержания власти следует пойти на компромисс и предоставление национальных прав окраинам России. Так, в 1919 году было решено пойти по пути национального строительства. Нации должны были развиваться в советских республиках под строгим партийным контролем с тем, чтобы в дальнейшем, преодолев различия, образовать новую советскую идентичность. Это был неслыханный в истории эксперимент. На руинах Бухарского Эмирата и русского Туркестана создать национальное протогосударство, развивая в них культуру образования, проводя индустриализацию, эмансипацию женщин и прочее. План этот можно считать похвальным намерением в духе европейского просвещения, если бы не два больших «но». Первое. Большевики оставались русскими имперцами, то есть стремились удержать территории бывшей Российской империи под контролем Москвы и не собирались предоставлять независимость и свободу вчерашним инородцам. Второе. Большевистское руководство полагало, что для достижения таких грандиозных целей можно отнимать имущество, ломать привычный уклад экономики, лишать свободы и убивать людей в массовом порядке, делать с ними все, что они посчитают нужным, а народ должен не роптать, поскольку перед ним открываются большие перспективы. Еще при Ленине было решено, что на месте России должна быть конфедерация республик, а не унитарное государство. Был достигнут примерный консенсус по вопросу о том, кому быть национальностью в Средней Азии. Однако главным архитектором национальной политики выступил Сталин, который оказался верным продолжателем дела своего учителя. На протяжении всех 1920-х годов шли консультации и споры по границам. Московским руководством учитывались голоса снизу, выслушавшись аргументы самих национальных лидеров. Поначалу таджиков в списке на получение государственности в рамках советской системы не было. Таджики, как этническая группа, которую объединял общий язык и оседлый образ жизни, конечно, были, но не было элит, жаждущих политически мобилизировать сторонников из среды своих собратьев по этносу. То, что у тюрков таковые лидеры нашлись, то это потому, что национальные лидеры Ташкента и Бухары, тяготевшие к младотурецкому опыту модернизации, вовремя разгадали намерения большевиков разделить Среднюю Азию. Впрочем, конфигурация политических сил в то время имела мало общего с этнической принадлежностью главных акторов. Самой сильной была группа персоязычного бухарца из богатой семьи Файзулы Ходжаева, которого поддерживал Сталин за его промосковскую политику, в частности во время борьбы против Энвера Паши в 1922 году. Партийные лидеры из Персофонов, Самарканда, Бухары и Хаджента, которые были в команде Ходжаева, в стремлении продвигаться по карьерной лестнице проводили интересы большого и сильного Узбекистана. Тем не менее, в 1924 году с образованием Таджикской АССР таджики получили формальный статус титульной нации, но в рамках Узбекской ССР. Появились, собственно, таджикские лидеры, которые выступили хоть с опозданием, но очень слаженно, предъявив претензии на территориальное владение, статус государства и право на самоуправление. Тут надо признать, что Сталин их услышал и поддержал, и неважно, какими мотивами он руководствовался – симпатией к таджикам, мнением Академии наук, стремлением препятствовать панкрютизму и росту популярности Ходжаева, геополитикой или всеми указанными причинами вместе взятыми. Как диктатор и обладатель верховной власти в СССР, Сталин сделал несколько важных заявлений по национальному вопросу, оказавших большое влияние на становление Таджикистана. Он поддерживал зарождающийся в среде первых руководителей Таджикистана таджикский патриотизм.
за выходом таджикской автономии из Узбекистана, вхождением в республику современной Сагдийской области и приданием Таджикистану статуса союзной республики в 1929 году. Сам Ходжаев не противился этому решению, вероятно потому, что вопрос был решен без него на самом верху. Однако Сталин не был благодетелем и бескорыстным покровителем таджикам. Он понимал, что Таджикистан со своей иранской идентичностью может и должен служить противовесом более мощному и опасному тренду тюркского национализма в бывшей Российской империи. Таджики – это особый народ, это не узбеки, не казахи, не кыргызы, это таджики, самый древний народ Средней Азии, говорил он в 1941 году. Таджикистан был эффективным инструментом достижения важных целей сталинской этнополитики и усиления личной власти самого Сталина в частности, как орудие внутрипартийной борьбы против мусульманских коммунистов, которые в начале 1920-х годов строили планы создания туркестанской компартии взамен РКП и ликвидации советской системы и создания Тюркской республики на основе тюркских национально-политической консолидации, так же как орудие борьбы против латентного джадидизма и как орудие русской геополитики в обличии коммунистического интернационала, обеспечивающего доступ к коммунистических идей, а вслед за ней самой России из Таджикистана в Афганистан и так далее к Индийскому океану, с тем, чтобы укрепить статус России как крупнейшей Евразийской империи. Связь Таджикистана со Сталиным была взаимовыгодная, они нуждались друг в друге. А как вы относитесь к таким очеркам истории? Как вы думаете, действительно ли Сталин создал Таджикистан? Как вы относитесь ко всему этому? Напишите нам свое мнение в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.